губят не только здоровье, загрязняют дыхательные пути и легкие, но и вредят окружающей среде. 80% россиян против курения в общественных местах. Тем не менее, Россия является одной из самых курящих стран в мире. Так, потребителями табака являются 30% граждан трудоспособного возраста. А по данным ВОЗ, курение становится причиной 15% всех смертей в мире. Так, сигареты убивают больше людей, чем СПИД, сахарный диабет, автомобили и войны вместе взятые. Пристрастие к курению у большинства начинается в подростковом возрасте. Чтобы предупредить тяжелые последствия вредной привычки, работники Центра медицинской профилактики регулярно проводят работу с молодыми. В агротехникуме сегодня первый день всероссийской акции «Дыши свободно». Цель мероприятия – не выявить количество курящих в образовательном учреждении, а проверить состояние здоровья. Артериальное давление уже мерили? Нет. Нет, идете мерить. Хорошо. Давайте следующее. Участие принимают все желающие. Предварительно измерив рост и вес, ребята заполняют анкету. В рамках мини-обследования проверяют не только, как дышат. Врачи также обследуют органы кровообращения. Ведь самые основные последствия частого потребления табака – повышение давления, ускорение пульса, сужение артерий. А жизненную емкость легких здесь измеряют надуванием шариков. Сколько воздуха он может вместить за один вдох. Если у него с дыханием не все в порядке, шарик, естественно, выдает меньше диаметр, меньше 10, естественно. Это может говорить о том, что у человека уже страдают легкие, и у него есть риск развития дальнейших осложнений. Табачная химия вредит всему организму без исключения. Вызывает рак не менее чем 12 различных органов, в том числе полости рта, пищевода, поджелудочной железы, желудка, печени. Может стать причиной лейкоза. А в 90% случаев рак легких связан именно с потреблением табака. Негативно курение сказывается не только на организме, но и внешности. Кожа приобретает серый оттенок, быстрее стареет. Зубы, ногти и пальцы желтеют. Снижение экономической продуктивности, загрязнение окружающего воздуха, табачные беды можно перечислять бесконечно. Молодые люди, сидящие в зале, осознают последствия вредной привычки. Многие начали увлекаться сигаретами еще со школьной скамьи. Правда, некоторым быстро избавиться от этого помогли строгие родители. Курение в первую очередь вредит здоровью, нервной системе, костной системе. Он очень плохо влияет на здоровье. Вы сами потребляли? У вас есть? Было, когда маленький был. И как вы с этим справились? Отец помог. Если я вижу, что мой друг курит, я делаю ему наставление, что так нельзя. А прислушиваются друзья? Частично. После обследования каждому из пациентов врачи вручают буклеты с напоминанием, какой вред курящий наносит как себе, так и здоровью окружающих. Акция «Дыши свободно» приурочена к Международному дню отказа от курения. Проходит по всей стране. Специалисты Центра медпрофилактики в зависимости от эпидобстановки планируют охватить и другие образовательные учреждения региона. Сегодня по результатам обследования мы можем говорить о том, что молодые люди от 15 до 20 лет, большее количество молодых людей, которых мы обследовали, курящие. И мы хотели бы еще раз напомнить ребятам о том, что это очень плохо влияет на организм в целом. Отказаться или нет от вредной привычки – выбор каждого человека. Способов попрощаться с сигаретами на сегодняшний день десятки. Это и врачебная помощь, различные лечебные пластыри, напряженная работа, спорт. Врачи напоминают, через несколько дней после отказа от сигареты улучшается дыхание, обостряются обоняние и вкус. А через пару месяцев пропадает кашель курильщика, снижается риск различных легочных заболеваний. Диана Дударова, Акрамат Дасхоев, Новости 24.